ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Генеральный директор «Газпром Трансгаз Ухта» рассказал о работе предприятия за 2015 год. На официальной пресс-конференции Александр Гайворонский озвучил некоторые показатели. Например, объем поступившего в магистрали газа составил более 168 миллиардов, а товаротранспортная работа – 112% по отношению к позапрошлому году. Есть и другие успехи. Мы обеспечили стабильную безаварийную транспортировку газа потребителям. У нас не было допущено ни одной аварии в 2015 году, так же, как и не было допущено ни одной аварии в 2014. Журналистов очень интересовала социальная и партнерская работа компании в регионах. Так, между Республикой Коми и газовиками существует договор о сотрудничестве. Однако сейчас в него хотят внести изменения. В частности, они благоприятны для Ухты. В новой версии строительству новых объектов уделено меньшее внимание, но... Мы сосредоточились здесь на приведении в нормальное состояние тех объектов, которые имеются. Это капремонт отделений городской больницы номер 1, Ухтинской городской больницы номер 1, так, капитальный ремонт Ухтинской детской больницы, капитальный ремонт физиотерапевтической поликлиники, так называемая наша грязелечебница, Ухтинский межтерриториальный родильный дом, Центр творчества имени Корчевского, городской дворец культуры, бассейн «Юность», аэропорт Ухта. То есть, я думаю, вы со мной согласитесь, что эти объекты у всех на слуху. К тому же, как рассказал Александр Гайворонский, есть мысли возродить традицию шефства предприятий над объектами. На сегодня в перечне включены 34 учреждения по всей республике Коми. В Ухте в список попало 16 организаций, которым требуется помощь. Суть в том, что даже если у предприятия нет бюджета, то помочь все равно реально. Но помимо денежных средств, есть же возможности помочь специалистами, материалами, транспортом, техникой, специальной техникой, где-то автокраном, бульдозером и так далее. Вот. Просто электрика отправить в школу, чтобы он там розетки починил. К возможным кандидатам на шефскую нагрузку планируют подключить не только промышленные предприятия, но и бизнес, если он даст согласие. Новый договор о сотрудничестве между «Газпром Трансгаз Ухта» и Республикой Коми должен быть утвержден в Москве. Пока этого не произошло. Однако Александр Гайворонский заметил, что, скорее всего, документ будет заверен, а подписание состоится этой весной в марте-апреле. В планах на следующий год у ухтинских газовиков подготовка к юбилею. В 2017-м исполняется 50 лет с момента основания в «Жемчужине Севера» подразделения промышленного гиганта.